Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже огромное количество лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И если кто обратил внимание, то одна из постоянных тем нашей рубрики – это столица. Те проблемы, которые связаны с функционированием, с житьем-бытием, даже с эстетикой нашей любимой столицы, города Якутска, которому, кстати, уже очень скоро исполняется довольно-таки значимая круглая цифра – 400 лет. И сегодня один из нас – это руководитель управления архитектуры и градостроительной политики при главе Республики Саха-Якутия Любовь Александровна Поповка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начну с того, что большинству, скажем так, большей массе, которые не вовлечены в процессы, связанные с градостроительной политикой, ваше имя может быть незнакомо. Я кратко представлю. Любовь Александровна была назначена более года тому назад руководителем управления, а до этого главным архитектором Ленского района. Ленского района. Да, Ленского района. Любовь Александровна, ну у нас же и Ленск, и Якутск роднит, ну, одно, по крайней мере, обстоятельство, значимое очень. Да, они стоят на Великой Сибирской реке Лен. А вам, как ленчанке, вот что, может быть, понравилось, что роднит Ленск и Якутск, да, а что отличает? Ну, в первую очередь, конечно же, это наша могучая река Лена. Это то, что очень сильно вообще важно человеку жить, который прожил достаточно большое время на большой реке, все-таки переехать и вернуться обратно на реку, да? Поэтому, на ту же притом, да. Второй, конечно, момент, это, конечно же, история. Да? Мы не будем забывать об истории, о Ямщицком тракте, где проходит также и через Ленский район, есть много населенных пунктов. И, конечно, будучи главным архитектором Ленского района, для меня всегда было очень важно сохранить то деревянное зодчество, которое на сегодня есть, ну, по крайней мере, сохранилось. Например, в Витиме дома Громовые, на которые мы разработали проектно-сметную документацию и также обратили внимание на исторический квартал, на который также разработали дизайн-код. И постепенно, конечно, это не все сразу, постепенно в рамках каких-то федеральных программ, каких-то отдельных элементов, да, мы пытались сохранить вот ту историю, воссоздать где-то даже. Ну, объектов достаточно много, поэтому и в Якутске тоже есть, например, старый город, достаточно очень отображает тоже деревянное зодчество, или, может быть, я неправильно скажу, но Залог, да, называется, я как не житель города Якутска, я только вникаю в историю местонахождения таких объектов, вот, но там есть такие же объекты, которые сейчас сохраняются и реставрируются. Любовь Александровна, согласитесь, что Залог, да, когда я помню Залог в конец 80-х, 90-х годов, даже 70-х годов, там больше напоминал Томск. Вы же были в Томске? Да. И вот эта деревянная архитектура, деревянное зодчество, которое там очень любовно и трепетно сохраняется в центре города, на окраинах и так далее. Таких объектов у нас в Якутске в Залоге было гораздо больше, скажем так. Да? Поэтому, поскольку мы затронули вот этот исторический облик, обещание прийти к нам на программу я заполучил у вас в ходе вот недавнего, который мы описывали в прошедшей программе «Один из нас», ознакомительной такой экскурсии руководства муниципалитета и республиканских учреждений, которые вот как раз касались непосредственно старого города, охранной зоны номер 1, который во многом не является, ну, поскольку там же только 3 объекта, которые являются конкретно памятниками архитектуры. Все остальное это воссоздание. Реконструкция. Вашей философии, да, архитектора, вашей философии созидателя, насколько вот новодел и вот то, что называется истинное, да, genuine, соседствует вот с новоделом? Так, ну давайте начнем с того, что для меня старый город открылся буквально недавно, как год назад, и, соответственно, я его воспринимаю таким, какой он сейчас есть. Но в процессе глубокого ознакомления с ним, соответственно, конечно, возникают вопросы. Есть определенные элементы, новоделы, как вы называете, да, которые немножко начинают выбиваться из системы. Но здесь, скорее всего,
необходимо обратить внимание на определенные регламенты, насколько те регламенты, которые определены городом в старом городе, сохраняются, либо соблюдаются теми же участниками процесса, а ведь в старом городе очень много участников, да, это и рестораны, кафе, музеи, какие-то другие участники, гостиницы. И здесь, конечно, необходим такой тандем участия города, тех собственников, которые на данной территории располагаются, и, соответственно, регламент. Ну, сейчас это принято называть дизайн-код, да, дизайн-код какой-то определенной территории. Есть дизайн-код городов целых, есть дизайн-код как отдельных элементов, например, проспект Ленина. Сейчас можно видеть, как потихоньку проспект Ленина начинает возвращаться в ту историю, которую изначально когда-то была определена. То есть где-то отображаются в элементах входных узлов, меняют, да, требования. Цветовые решения очень важно, в том числе и исторических. Есть такое понятие дизайн-код исторических кварталов либо исторических городов. Там, где определены какие-то, ну, по-простому сказать, правила, которые должны соблюдать все участники процесса. Как показывает практика, немногие собственники знают вообще о существовании определенных правил, которым предписывают пользование вот этими, пусть даже новоделами, но которые находятся в охранной зоне. Мы видели некие, скажем так, надстройки, которые являются... Вот то, что... Я не буду говорить про город, да, но город, он, сколько себя помню, воюет с самостроем. Да? Сколько себя помню. И сколько себя помню, пытается каким-то образом либо легализовать вот эти вот, как раз вот это вот здание, которое при въезде в старый город стоит, вот такой вот фигурный, весь такой теремок, да, напротив стоянки Тагандархана. Ну, да, правила нужно соблюдать в первую очередь собственникам, в первую очередь тем эксплуатирующим тем организациям, которые вот конкретно вот там находятся. Согласен. Наверное, вот эти выводы, если перейдут в русло не просто ознакомления, да, а каких-то решений, возможно, определение каких-то источников финансирования и всего прочего, то он получится гораздо лучше. Согласны с этим? Да, я соглашусь. Ну, смотрите, можно сказать так. На сегодня таких правил, к сожалению, не установлено. Только установлены правила в объектах культурного наследия. Да? То есть у нас есть определенные объекты, у которых есть своя охранная зона, и к ним, соответственно, требования, как и прилегающей территории. Здесь нужно быть аккуратным. Вообще изначально говорить о том, что я не знаю об этих правилах, очень сложно, потому что... Незнание не избавляет, да? Даже не только, ведь на самом деле на таких объектах всегда есть опознавательные знаки. Охраняется государством, там, либо объект культурного наследия. И здесь уже необходимо понимать, что если такая надпись появляется, то, соответственно, есть какие-то ограничения. Да? Поэтому человек должен все-таки лишний раз ходить в уполномоченный орган и уточнить, прежде чем вообще принимать решение. Ну, хотя бы для того, чтобы поберечь свое финансирование и свои силы, да, чтобы потом это опять не демонтировать, убирать, либо ругаться с кем-то. Вот. Но второй очень важный момент. Здесь, скорее всего, очень активно город идет к этому направлению. Все-таки вернусь к проспекту Ленина, все-таки дизайн-код начинает внедрять, да, то есть вот эти регламенты и правила начинают внедрять. Я понимаю, что это очень сложно, это очень такой длительный процесс, потому что это необходимо предпринимателю снять вывеску, поменять, заказать ее новую, да, и, ну, это как один маленький элемент. На самом деле там за ним кроется намного больше мероприятий, которые необходимо провести. Здесь как раз со старым городом все-таки, мне кажется, исходя из той информации, которую сейчас я уже владею, необходимо все-таки такой регламент разработать и утвердить. То есть определить, чтобы не было конфликта, необходимо установить правила. Можно сказать, договориться на берегу, да, то есть что необходимо выполнить. Но при этом, прежде чем такие правила устанавливать, я считаю, что здесь, конечно, очень важно мнение сообществ, профессиональных сообществ, которые все-таки должны влиять на внешний облик этого старого города. Профессиональных сообществ имеется в виду вашего конкретно архитектурного, допустим? Не только архитектурного. Здесь же, конечно, здесь у нас и департамент объектов культурного наследия. Здесь у нас, соответственно, люди, которым очень, ну, как общественники, которые участвуют в сохранении, да, истории города.
возможно, музеи. Ну, то есть это достаточно такой большой круг людей, профессионалов, которые необходимо учитывать. Что касается предпринимателей, просто их необходимо потом после этого ознакомиться с этими правилами. И, конечно, как всегда, как и в любом законе, дать время на адаптацию. Да? То есть не просто вот прийти и снимай, да? Но адаптироваться. Но, честно сказать, наблюдая за... Если сейчас вернуться к ситуации, да, вот как раз по обходу, когда мы проходили, да, некоторые моменты меня, конечно, очень удивляют. Например, которые, ну, знаете, вот даже можно не быть профессионалом, но ты понимаешь, это не вписывается совершенно в рамки данной территории. Как, например, мы там видели объекты, автоматы такие красные стояли, да, по-моему, там бить грушу надо, силу свою проявлять, да, то есть совершенно не вписывающиеся в территорию. Это уместно в каких-то развлекательных территориях? Да? Ну, это прям в старом городе, эти объекты, мы их видим, проходим мимо них, и они просто вот как раз режут глаз. Вот, кстати, за что отвечает дизайн-код, вот именно те регламенты, которые устанавливают? Ведь у него на самом деле такой спектр большой. Например, это шумовой визуальный мусор. Это когда мы видим яркие рекламы, да, они не только, например, не вписываются в сам облик исторический, да, например, если старый город, но в целом вообще в городе, когда такой идет визуальный шумовой мусор, да, человек, это уже психологами доказано, что это очень сильно влияет на психику человека, то есть который и так устал от работы, от, не знаю, от, возможно, каких-то проблем дома или вообще в целом в городе же сложно, люди же не просто так в лес уезжают, да, и отдыхают. Вот. Или, например, он отвечает за наполнение общественных пространств и вообще территорий, то есть насколько человеку удобно находиться на этих территориях. Детские площадки, либо спортивные площадки. Вообще на визуальные отношения, цветовые решения. То есть у него такой доступность, безопасность, очень большой спектр мероприятий, который должен учитывать все в одном документе, в том числе и к старому городу. Согласен. Вот когда по улице, скажем так, проезжает машина, которая пустила стекла на окнах, да, и вовсю там какой-нибудь либо русский рэп, либо что-нибудь типа такого, это же нас раздражает. Почему наш другой орган восприятия, глаза, да, орган зрения, не должен раздражать, не должна раздражать, допустим, баннерная вывеска 36 на 4 метра, которая висит третий год, и на ней написано «Мы открылись» на какой-нибудь питейном заведении или что-то типа такого. Да? Согласен. Вернемся к истории. Вы знаете, что у города Якутска практически нет музея городской истории. Я была в музее города. Ну, это маленькая комната. Да. Да, маленькая комната. Ну, небольшая, да. Небольшая. Вот. У нас же есть проект второй охранной зоны, который вот касается Залога, да, и прилегающей территории. Вот там, на самом деле, мне, как горожанину, как якутянину в целом, да, якутяне же могут быть и сунтарцы, и ленчане, и вилючане, мне очень стыдно, когда в преддверии, вот как мы все сейчас в теме, детей Азии того же, накрывают строительным баннером сгоревшее здание прогимназии мужской, да? Строительным баннером закрывают, на котором отпечатали, как некое такое просто вот Потемкинской деревне, да, закрыли вот это полусгоревшее здание. Меня очень печалит то, что здание, которое я помню как инженерно-технический факультет Якутского государственного университета, находится в таком печальном состоянии. Да, вот эти вот, как после бомбежки Сталинграда или чего-то, в центре города, рядом с уникальным объектом шахты Шульгина, на который, в принципе, могли бы съезжаться со всего мира, как в Мекку научного туризма люди, да, ну, картина очень печальная. Вот по этой зоне. Там же мог, кстати, в реальном училище мог располагаться городской музей. Несомненно. Согласитесь? Может, да. И зал славы города, ну, вернее, все вот эти и губернаторы, и градоначальники, которые, они могли бы находиться в подобающих местах. Ну, вы сейчас, наверное, говорите как
как о боли, да, такой городской, человек, который же прожил очень достаточно долгое время. Я, например, приступив к работе уже как в лице руководителя управления архитектуры, как раз наоборот столкнулась с тем, что сейчас очень активно этот вопрос продвигается, да, и решается. Например, разработан мастер-план залога, в который как раз в границе, вот изначально вообще заходил только залог, но границы мы расширили, и туда как раз попало реальное училище с определенной такой связью. То есть задача была как раз, вот Ясен Сергеевич ставил такую задачу соединить старый город с залогом. То есть мы считаем, что как раз вот соединив и добавив туда границы реального училища, как раз это вот взаимосвязь эту мы увязываем. И, соответственно, как раз в рамках мастер-плана проходило множество стратегических сессий, встреч заинтересованных лиц и с предпринимателями, и с профессиональными сообществами, и опрос у людей тоже проводился, ну, кто хотел, тот участвовал. И как раз принимались решения, а что же будет с залогом, да, что там будет располагаться. И решения уже какие-то определенные приняты, просто теперь идет череда мероприятий, которые необходимо реализовать. Ну, во-первых, по реальному училищу сейчас проводятся мероприятия через Министерство строительства. У нас проходит работа, не проходит работа, сейчас они объявляют аукцион для обследования здания, насколько можно ли его, значит, реставрировать. Потому что все-таки объект культурного наследия, и здесь определенные свои сложности, потому что там ведь и проходят сети, которые уже нельзя располагать рядом с объектом. Возможно ли его сдвинуть? То есть вообще возможно ли технически решить с ним вопрос какой-то? Либо это будет воссозданный объект, потому что, возможно, конструкции разрушены. И из своего же опыта, я в свое время в Ленском районе, просто мы прорабатывали с департаментом объекта культурного наследия включение объектов, да, к объекту культурного наследия. Прошло достаточно немало времени. То есть это, ну, здесь нужно все-таки набраться терпения, да, и дождаться этих решений. Уже сам факт того, что эти работы проводятся, это на самом деле очень хорошо. И сейчас, когда решится вопрос все-таки технически, что мы будем делать с реальным училищем, наверное, будут уже приниматься решения. Если лично мое мнение, то реальное училище в любом случае должно быть сохранено. Будет ли оно перенесено, либо оно будет воссоздано любыми какими-то решениями, оно должно сохраниться, потому что я была возле реального училища, обходила его, конечно, очень интересный объект с интересной галереей, и он не просто как объект исторического значения, он объект туристического очень значения, очень важен. Ведь там действительно можно проводить очень хорошие социокультурные программы какие-то, да, то есть такой выстроить путь туриста. И не обязательно туриста, а просто жителя, который живет в городе, либо от старого города до залога через эту дорогу, либо обратно. Поэтому это очень важно. Просто надо набраться терпения и все-таки дождаться решения. Все было бы супер, да. На самом деле я помню просто в Ангую, в части изыскания и так далее, я когда в 90-м году приезжал Борис Николаевич Ельцин, да? Первый визит в город Якутск, после которого Павел Павлович Бородин переехал в Москву. Одна из встреч проходила именно в здании инженерно-технического факультета. И особенность была такая, что полы там ходили. Вот в то время, вот я помню, вот на этой встрече с Борисом Николаевичем полы прямо ходили. То есть там, вот, учитывая вот эту систему отопления и так далее, которая там была реализована в дореволюционное время, да, просто вопрос на этом месте или перенести, он просто не стоит. Он должен быть перенесен и, по крайней мере, использовать тот материал, который вот мы сейчас имеем там. Конечно. Это ремарочка. А вы человек православный? Вообще, как вы к культурным учреждениям относитесь? Да, я православная. Троицкий собор, да, у нас вот, который Каландрашвили, площадь Дружбы, да, находится. Давайте про его судьбу. Историческая значимость данного объекта, конечно, она не ставится. Вопросов тут нету, потому что и по документам, и по той информации, это все-таки объект, который первый был построен, культовый объект на Дальнем Востоке. Поэтому в каменном варианте, да, правильно поправили, потому что и здесь, конечно, необходимо максимально сохранить
Вообще объекты, которые возможно воссоздать либо сохранить, их нужно сохранять, потому что они же несут не только смысловой характер как объекта культурного наследия архитектурного, он же может нести совсем другую, да, это историческая значимость, то есть это наша история, которую необходимо сохранять и дальше передавать нашим потомкам в будущем. Поэтому здесь необходимо все-таки в первую очередь принимать решения, которые могут сохранить данный объект. И опять же, повторюсь, на Петербургском экономическом форуме об этом нам сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о том, что необходимо сейчас уделять внимание объектам культурного наследия. Я еще раз, в преддверии 400-летия города Якутска, конечно же, ансамбль, который на территории Троицкого собора, вот, мы помним под названием, простите, «Чароид», да? Хотя раньше там был и Якутский драмтеатр, и другие не менее значимые, очень хорошие учреждения. Да? Ну, это было печать времени. В культурных учреждениях там что только не располагалось. По всей стране так было, конечно. Но не забываем, что там располагалось еще первое каменное сооружение на Дальнем Востоке, это воеводская канцелярия. Я думаю, что если речь идет о реконструкции вот этого ансамбля, то без воеводской канцелярии там просто невозможно в свете 400-летия Якутска рассматривать. Хорошо, замечательно. Я начинаю получать такие хорошие ответы, которые, ну, как бы в протокол же заносим, да, нашей встречи. По проспекту вы несколько раз затронули то, что проспект Ленина в ходе реконструкции своей претерпевает энное количество трансформаций. Это и коммуникации, это и внешний облик, это и требования, что называется, к наружной рекламе. Да? Вот здесь вот давайте чуть поподробнее остановимся в плане того, вот как предприниматели отнеслись к требованию унифицировать весь вот этот первый ряд. Нужно принять этот факт. И как раз... Это законные требования? Ну, во-первых, это законные требования. Да? Единственное, что я повторюсь, как ранее говорила, что должно быть время адаптации. Да? В любом случае она происходит. Это же не сразу. Про дизайн-код проспекта Ленина уже идет речь, по-моему, не первый год, если не ошибаюсь. 15. Да, да. Поэтому сейчас я считаю, что, во-первых, необходимо рекомендациям все-таки следовать. Во-вторых, нужно понимать, что на самом деле это как раз улучшение предпринимательской деятельности. Ведь очень важно, как выглядит объект, какой у него облик. Потому что я думаю, что, скорее всего, в дальнейшем у предпринимателей возрастет больше продаваемость, либо окупаемость работы, потому что облик очень важен. Я надеюсь, что проспект Ленина в дальнейшем, когда претерпит полностью свою уже завершающую стадию реконструкции, он будет наполняться не только благоустройством и обликом, он будет наполняться еще социокультурным каким-то программами, потому что очень много в других городах мы можем встретить улицы, где они такие живые, да, там музыканты стоят, где проводятся какие-то интересные мероприятия, и я надеюсь, что здесь также проспект Ленина оживет в направлении социокультурного наполнения. Любовь Александровна, вот когда мы говорим дизайн-код и так далее, у меня двоякое такое отношение. Я понимаю, что нужно еще раз перенести на бумагу определение к визуальному облику, тем более главной улицы столицы. Но были некоторые моменты, в том числе и в 10-х годах, когда здесь были деятели типа Артемия Лебедева, да, руководители студии Артемия Лебедева, которые что-то делали для людей, ну, вернее, понимание людей, что-то делали, но не доделали, да, или что? Что они вообще, каков их вклад вот в этот процесс? Нет, ну они в первую очередь участвовали в разработке, как эксперты, как разработчики, потому что у Якутии опыта на самом деле как бы еще в разработке таких документов, да вообще в России на самом деле это достаточно новый документ, который применяться стал буквально недавно. У нас, кстати, дизайн-код
для людей более понятно регламенты, да, либо порядок какой-то действий, он разработан не только для города Якутска. У нас очень много поселений, которые сейчас уходят как раз на разработку таких документов. Он необходим, да, особенно исторические поселения, которые у нас есть, но пока еще не признаны официально. И для этого необходимость, конечно, была участие экспертов. Необходимо, нельзя находиться в границах своей территории, да, и необходимо учитывать особенности климатические, культурные, национальные, да, то есть это должно быть учитано. Я считаю, в разработке дизайн-кода проспекта Ленина это было учтено. Но при этом привлекались эксперты, которые Со стороны, которые, конечно, уже с учетом опыта других регионов, со своего опыта прорабатывали эти документы. Товарищ Лебедев же, он специализировался в том числе и на урнах. Да? Я вот, сколько прохожу с момента завершения, не завершения, а завершения определенной части реконструкции, я насчитал на проспекте 5 типов урн. 5 типов урн. Ну, их реализация, конечно, я сейчас не могу вам ответить, потому что документ — это одно, а реализуют совсем другие. Насколько соблюдалось заказчиком данный документ, это уже другой вопрос. На самом, как бы здесь нужно просто изучить эту тему. Не изучала. Нет, это на самом деле интересная тема, но да. необходимо просто изучить. Не готова сейчас ответить, но это вопрос хороший. Мелочи, кстати, там очень много. Вот эти маленькие ограждения, которые пешеходные и так далее, я когда заметил там национальные узоры, да, честно, как горожанин я обрадовался. Потому что вот на чугуне все это дело сделать, это же надо было додуматься, по крайней мере, да, учесть вот то, что людям будет вот то, что визуально приятно. Конечно, это как раз одно из направлений таких документов, который учитывает и идентику, да, территории, национальный колорит, культуру. Это очень важно. Прежде чем такой документ вообще рождается, разработчики изучают, целые исследования проводятся. Поэтому такие документы, они необходимы. Ваши коллеги меня предупреждали, что, может, Любовь Александровна, она неоднозначно отнесется к следующему моему вопросу. Я понимаю, что современный город — это очень много информации. Это и некие табло, Навигация. электронные, навигация. Это умный город. Навигация. Люблю слово навигация вообще. Вот эти чугунные буквой «Г». Ну, поняли. Ну, если не ошибаюсь, на самом Столбы. Вы имеете в виду освещение, опоры освещения, да, которые появились? Которые чугунные, которые на самом деле очень стильные. Но люди их почему-то ассоциируют с плохими вещами. Я слышала, да. Читала социальные. Но это на самом деле вопрос к людям. Не, на самом деле восприятие у каждого человека разное, да. Вот я же сразу сказал, табло и прочее. Да? Каждый по-разному воспринимает, и по-другому, я слышала, их называют очень, да. На самом деле изначальный проект, который был у проспекта Ленина, там опоры освещения немножко другие. Они и повыше, и немножко по-другому сделано. Да? Это вот как раз реализация. Да? То есть очень важно, когда проектировщик закладывает, а заказчик реализовывает уже тот материалы, которые были запроектированы и проработаны. Но не всегда так получается, потому что, может быть, уже опору мы не нашли подходящую, может быть, и плитку могут не найти подходящую. Разные факторы, влияющие на это. Но для меня очень важно, что проспект Ленина сейчас свободен высвобождается от линий, от проводов, да, и у нас наконец-то появляется понятие «чистое небо», да, которому сейчас очень активно идет практически все регионы, очень хорошо в этом направлении работают. Опять же, повторюсь, что специфика нашего региона совсем другая, здесь очень сложные решения необходимо принимать, тем более у города Якутска вообще вечная мерзлота, да, это постоянные талые воды и много-много всего, что необходимо учитывать. Сложности есть. И хотелось бы, чтобы люди воспринимали даже какие-то решения, принятые нормально, потому что
все познается в сравнении и через эксперимент. К сожалению, в суровых условиях климата очень сложно добиться того результата, который мы иногда видим на картинке. Поэтому это тоже нужно спокойно воспринимать. На самом деле мне показалось, что это тот элемент, который роднит Якутск и Петербург. Вот как бы Ну, мне кажется... опора освещения как раз, да, потому что это чугун в сочетании с камнем. Это на самом деле достаточно стильно. И у меня есть друг, который говорит, не надо бояться черного цвета. Черный цвет на самом деле это не ноль, это бесконечность. То есть под черным может мимикрировать любой цвет при отсутствии освещения, при каких-то градациях и так далее. Поэтому я не склонен разделять точку зрения вот этих горожан, которые видят там какие-то плохие вещи и так далее. Завершающая точка нашего сегодняшнего разговора. Да, вот у нас есть камера, которая стоит на Кирова 13. Да. Мы пускаем в эфир картинку прямо с хода реконструкции площади Ленина. Мы пока не видим окончательную картину, пока не видим. Но время от времени мы кидаем взгляд туда, что они там делают и так далее. Вот площадь Ленина как часть проспекта, она же является частью проспекта, каким все-таки он будет в окончательном виде? Ну, во-первых, мы людям немножко приоткрыли секрет и разместили эскизы прямо на ограждении. Если вы обратили внимание, у нас да? ограждение территории площади Ленина, оно такое интересное. Я там группу СТ только увидел. Нет, нет, нет. Там прям картинки, вы можете подойти, изучить. Сегодня же да, сделали, да? зайдите обязательно, посмотрите. Мы очень старались, чтобы немножко людям показать все-таки, что там будет. Да? Опять же, никогда не скрывали, везде дизайн-проекты размещались. По сути, ничего не изменили. Частично только поменяли технологию. Например, можно обратить внимание, что мы плитку укладываем прямо на бетонное основание, что, по-моему, для Якутска это первое... Подолговечнее будет. Да, ну, это убирает очень много проблем, например, вспучивание грунтов и ровность выкладывания плитки. И мы надеемся, что этот эксперимент у нас удастся именно в городе Якутске. Хотя тоже есть опасения. Всегда есть опасения, когда что-то делаешь или строишь, да? Но мы стараемся это сделать, соответственно, качественно, поэтому мы не торопимся. Подрядчики у нас достаточно очень хорошие и выполняют все требования, которые к ним предъявляются. В целом площадь будет большая, широкая, с определенными своими культурным наполнением. Разработчик был Якутпроект. Изначально проходил этот объект через Градостроительный совет Республики Саха-Якутия, он был утвержден. Будет и амфитеатр, будет и фонтан. Вот сейчас как раз приехала группа с Китая, который как раз реализует фонтан, сейчас прорабатывает. О, там будет новомодный фонтан, да? Он там не Современный, как обычно, как мы видим чаши, это будет скрыто все под землей, поэтому очень медленно сейчас, не медленно, мы идем по графику на самом деле, но это такой кропотливый процесс, который перерабатывается, потому что, я еще раз повторюсь, климатические условия очень сложные у города, и, соответственно, необходимо всю технологию соблюдать. Сейчас уже, например, идет как раз залив подушки под плитку. Частично даже плитка уже внутри площади выкладывается. Сегодня как раз вот выходила, смотрела. Площадь Ленина у нас еще окружается 4 территориями. Это администрация главы республики, филармония, Амосова 8, это вот Министерство строительства, там, где мы сидим. Мне очень удобно, объект рядом со мной, поэтому каждый день смотрю. И Дом правительства 2, там как раз тоже будут выполняться работы. Достаточно будет много света, освещения, СРГ в виде, колонны в виде СРГ, будет амфитеатр, полностью посажена на нем газонная трава. Это еще отдельная история, технология, потому что под наклоном газонная трава будет сажаться. Поэтому сложный объект. Но интересный. Но надеюсь, да. Хочу тоже надеяться, что ожидание реальность будет, по крайней мере, с уклоном в сторону плюс. Да, я тоже надеюсь. Учитывая то, что там еще раз флагманы строительной отрасли республики работают, да, в качестве подрядчиков. А вас вот это пеньки, которые из-под асфальта вылезают, явление знакомое или
Впервые В выступили. Якутске впервые встретилась, да, Интересно же, потому нет? что в Ленском районе Такого нет, у нас нету вечной мерзлоты, есть линзы понятия, но не в городе. И, конечно, контраст очень разный, потому что, например, в городе Ленске, вообще в Ленском районе очень зелено, там очень высокие деревья растут. У города Якутска немножко другая, да, ситуация по грунтам, но здесь это еще отдельная история по озеленению. Мы сейчас очень плотно работаем с советником главы по озеленению города, с Екатериной Олеговной, и прорабатываем определенные стратегию, поэтому я думаю, что это тоже поправимо. Тем более я недавно сама была в ботаническом саду, хотела изучить вообще, потому что я приехала, мне говорят, здесь ничего не растет. Всё Кроме растет. тройника, да? Да, все растет, очень интересные саженцы, очень интересные культуры, просто необходимо их применять, за ними ухаживать, и я думаю, что город Якутск скоро станет очень зеленым и хорошим городом. Вы знаете, вот у меня, как у человека, который жизнь-то повидал, да, сложилось по итогам нашей встречи ощущение того, что у вас, по крайней мере, за дело болит душа, да, горят глаза. Это хороший знак. Главное, чтобы вот этот огонь, который у вас горит, он с годами, скажем так, не угас, иного качества не превратился. Это очень хорошо. Поэтому на самом деле мы рассмотрели только сегодня же ведь исторический облик и главную улицу нашего города. Да? А очень много аспектов, вот, в частности, и озеленение, и частный сектор, который, ну, конечно, в совокупности с теми нормативами, которые в муниципалитете принято, нужно делать. Но еще раз, как руководители градостроительства при главе республики, столица же это непосредственно вас касается, частный сектор нашей столицы, он должен стать отдельным вопросом, потому что вот нынешняя ситуация, когда кто во что гораздо, это на самом деле не выход. И в любой точке города человеку должно быть гордо за свою столицу. Находись он либо на главной площади Якутска, да, либо где-то рядом с историческими памятниками, либо находись он на конечной остановке где-нибудь в частном секторе. Поэтому спасибо за то, что приняли мое приглашение, настойчиво очень поговорить. Просто в ходе вот всего вот этого процесса, за которым я с очень большим желанием хочу наблюдать, хочу быть, по крайней мере, фиксировать те изменения, вы согласились, приняли предложение и очень доходчиво и качественно, как я могу подметить, рассказали нам те вещи, в которых вы являетесь специалистом. Программа «Один из нас», руководитель управления архитектуры и градостроительной политики при главе Республики Саха-Якутия Любовь Александровна Попок была сегодня в качестве одного из нас, который занимается архитектурой, занимается обликом нашей столицы. Увидимся ровно через неделю. Программа «Один из нас».